Всем привет! С вами адвокат Таир Насханов. И сегодня мы поговорим об азартных играх. Тема, к сожалению, актуальная и для некоторых даже очень. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Пишите вопросы в комментариях. Постараемся с коллегами ответить всем. Поехали! Итак, азартные игры – это зло. В настоящее время игорный бизнес распространился настолько, что стал представлять реальную опасность для общества. А принятых правовых мер по его регулированию оказалось недостаточно для защиты общества от вредных проявлений данной деятельности. Легкодоступность и широкое распространение сайтов, онлайн-казино стало основными причинами вовлеченности населения в азартные игры. У многих сфера азартных игр вызывает только отрицательные эмоции. Есть семьи, где близкие разорились сами и обездолили других из-за пагубного пристрастия. Сфера игорного бизнеса в Республике Казахстан регулируется законом об игорном бизнесе. В соответствии с данным нормативным правовым актом были определены основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и установлены ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. В соответствии с этим законом казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах. В других местах на территории страны запрещено размещать казино и залы игровых автоматов. В действующем законе есть возможности, которые в некоторых случаях фактически придают азартным играм легальность деятельности по продаже лотерейных билетов, букмекерских контор, тотализаторов, компьютерных клубов. Например, азартные игры организуются и проводятся с предоставлением услуг через интернет на сайты, которые зарегистрированы вне территории нашей страны. В соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за незаконное содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса, либо организация и проведение азартных игр, которые осуществляются вне установленных законом мест, либо осуществляются в сфере игорного бизнеса без лицензии. Существует также административная ответственность за нарушение законодательства об игорном бизнесе. Это статья 445 Кодекса об административных правонарушениях. Несмотря на все запреты, жители Казахстана имеют возможность играть в онлайн-казино. Многие игорные компании расположены в других странах, поэтому закон не может запретить их деятельность на территории Казахстана. Пользователи из этой страны могут воспользоваться различными способами обхода блокировки. Реклама услуг казино и интернет-казино запрещена. Однако прямого запрета на рекламу услуг букмекерских контор нет. Именно поэтому реклама таких компаний агрессивно продвигается в интернете. В практике клиенты задают вопрос, как человек, проигравший в азартные игры и имеющий долги,
может защитить свои права? Отвечаю. Защитить права можно любым способом, предусмотренным законом. Надо смотреть каждую ситуацию отдельно. Но в целом лицо, которое садится за игру, делает это добровольно, осознавая ответственность в случае проигрыша. Исключения могут составлять случаи, когда лицо страдает психическим расстройством и не может отдавать отчет своим действиям. Поэтому азартные игры — это зло. Не садитесь никогда играть в них. Знайте, что вы рано или поздно проиграете. На этом пока все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. С вами был адвокат Таир Насханов.